Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Куда он пропал? Почему скрывается? Почему прячется от вас и не выходит на контакт? Если тема интересна, если проблема актуальна, пожалуйста, присоединяйтесь. И давайте вместе посмотрим. Загадывайте на мужчину. А я пока попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, у человека голова квадратная и рога. У одних отыграется, что человек какой-то прям упрямец, упрямый упрямец, на барашка похож, а то и того хуже. А у кого-то отыграется, что человек очень проблемный, либо проблематичный. То есть он и сам создает проблемы вам, например, другим людям, и постоянно зацикливается на своих проблемах. То есть человек, который не знает, либо не умеет, как жить нормально, как жить в удовольствие, в радость, как решать проблемы, как бороться за себя, за свое счастье, за свои идеи, за свои, не знаю, за свои хотелки в конце-то концов. Вот он вышел, смотрите, голова квадратная, еще и рога. Рога. А еще нам так четко показали, что у него крылья бабочки. То есть он вообще какой-то легкий оппортунист. По жизни как бабочка порхает, да? Там, где цветочки, там, где нектар, там, где приятно, там и он. Как только какие-то проблемы, он такой: опа, не, туда я не пойду, я натура чувствительная, да, мне нельзя, где проблемы, решать я их не умею, боюсь. В общем, буду прятаться, да, буду прятаться. Так, еще по поводу этого мужчины. Он очень запаляется. Знаете, вот есть такой человек с запалом. И вот этот фитилек у него очень короткий. То есть он как быстро запаляется, так и быстро он тухнет. С одной стороны, у него желание вот здесь и сейчас, все, я горю к этой женщине, там, я горю к этому желанию. А потом такой раз: о, нет, а вдруг я там не смогу, вдруг у меня денег не хватит, вдруг там еще что-то со мной произойдет. То есть человек... Знаете, шаг вперед, два назад. Так, кстати, у кого-то отыграется, что у человека есть вредные привычки. То есть человек может быть игрок, игроман, да, знаете, там казино играть, либо наоборот там в компьютере сидеть, может даже в телефоне играть во всякие игры. У кого-то отыграется, что он любитель горячих напитков, то есть там, может там держаться, а потом уйти на несколько дней в плавание по волнам своих фантазий. Есть что-то за ним есть. Либо сейчас он прибухивает, либо заигрывает, да, свою какую-то печальку и тоску. Вообще идет такая энергетика нестабильная, знаете, как этот прерывающийся пульс. Сейчас он в каком-то видоизмененном сознании находится. То есть он под чем-то, либо у него какое-то прям потрясение, о чем-то он думает, очень расстроен. Но мне почему-то идет, что он выпивший. Даже если сейчас вот прям день, утро, да, мне кажется, что он выпивший. Либо он еще со вчерашнего, да, под градусом находится, не выветрилось еще из него это алкогольное наполнение. Даже если он у вас не пьющий, вот поверьте, он явно пил, и пил много. И ему было плохо, и сейчас ему плохо. И вот прям голова затуманенная, мозг затуманенный. Он вообще не понимает, на каком он цвете находится, да, и что с ним происходит. Так, куда он делся? Да никуда он не делся. Он точно находится у себя дома, либо в доме у своих родителей. То есть там, где он был всегда. Это место не новое, это место для него очень привычное, место его. Почему он от вас прячется? Но тут у него какой-то стресс, девочки. Стресс, трагедия, боль, печаль, слезы, сопли. Как-то прям вообще плохо. Мне вообще идет информация
что он себя чувствует таким рогоносцем, да, вот как будто бы он считает, что вы его, ну, скорее всего, предали, да, либо ему, ну, уже в прямом смысле слова изменили. Он это думает по научению какой-то женщины, либо с подачи какой-то женщины. Женщина, кстати, вот она вышла, она невысокого роста, но очень такая, знаете, говорливая. Она любит порассуждать, поговорить, такая, знаете, всезнайка. Метр в кепке, да, но всезнайка. Вот она, понимаете, на какой-то прям чан с информацией на него скинула, тем самым нанесла ему душевную травму, душевную психологическую травму. И после этой информации вашего мальчика просто понесло. Здравый смысл напрочь отказал, он ушел в печальку, он ушел в трагедию, в ударственное состояние, и на этой почве он пропал. Знаете, с одной стороны, ему, конечно же, хочется у вас спросить, а действительно ли ты меня предала, действительно ли ты мне изменила, но с другой стороны, он очень боится услышать ответ «да». Да, я тебя предала, да, я тебе изменила. Он не знает, что с этим делать. Либо он не знает, что с ним будет после такого ответа. Ему хоть вешайся, понимаете? Настолько все больно, настолько все страшно, настолько вот мир перевернулся. Девочки, я не знаю, изменяли вы ему, предавали ли вы его. Песок про это не говорит. Песок совершенно это не показывает. Вообще песок показал вас в прострации. То есть вы в недоумении. У вас вроде как все хорошо было, ничего не предвещало. И тут трах-бах, человек просто, не знаю, исчез. Да? Либо человек вдруг стал агрессивный, что-то вам там наговорил и исчез. То есть абсолютно непонятно. Вы даже и обидеться не успели на самом-то деле. Да? Потому что настолько это был шок, настолько это было неожиданно. Не понимаете, да, куда, зачем, почему, что с тобой случилось. Нам даже жалко его в какое-то время стало. Переживали за него очень сильно, да, думали, что там беда какая-то его накрыла. Нет, дурость его накрыла. Это не беда, это дурость. По научению какой-то женщины. Слушайте, женщина мелкая, вот мелкого роста, относительно вас, относительно его, ну прям совсем такая, знаете, ну, миниатюрная, что ли. По возрасту не могу сказать, но точно вижу, что у нее очень длинный язык. И она прям этим языком вот так вот хлещет. То есть много говорит, говорит по делу, не по делу, то не важно. Важно, что она очень много разговаривает. Вот она ему что-то рассказала про вас, какую-то информацию дала. Девочки, по предательству я имею в виду, что вы, возможно, о нем что-то кому-то сказали, либо против него что-то сделали. Вот это предательство. Ну, измена это отдельно, понимаете? Да, вот сейчас кто-то скажет, да, ну, я не изменяла, нет у меня никаких мужиков. Он может обвинять вас в предательстве, что вы за его спиной против него что-то делали, понимаете? Вплоть до того, что, знаете, какая информация еще пришла, что, возможно, кто-то ему сказал, что вы его там привораживали. Он ведь вас любит, и любит очень сильно, он без ума от вас. И это состояние его немножко пугает. Он никак не мог разобраться, что это за чувство, почему меня так сильно к ней тянет. А тут ему говорят, а ты знаешь, она тебя привораживала. Вот ходила к ведьме и тебя привораживала. И он такой, о, блин, все сошлось, да, точно, вот поэтому меня тянет. Не потому, что я люблю, а потому, что она меня приворожила. Ах, какая же она нехорошая. И все, да, и мальчика накрыла. Я вот не пойму, откуда такое тяжелое состояние у него. Откуда такое тяжелое состояние? Почему оно? Почему так его сильно это все подвесило, выбило из колеи? Смотрите, и рогатый, и голова квадратная. Тяжелое состояние. Но о вас он постоянно думает. Вот сейчас он о вас думает и на вас очень злится. Вот чтобы вы понимали, агрессивит и злится на вас. Я опять же говорю, я не вижу, есть ему за что на вас злиться, либо нету. Этого мне песок, к сожалению, не показал. То есть я думаю, вы сами за себя знаете. Но, тем не менее, у него сейчас мысли негативные. Ему очень хочется вам, ну я не знаю, отомстить, навредить, не знаю, высказать в лицо, ах ты изменщица, ах ты предательница. Да, вот такого хочется. Вот он знает, что он немножко нервный в этом плане. И чтобы избежать неприятностей, да, вам не причинить какой-то вред, он выбрал такую тактику спрятаться. Спрятаться, молчать, остыть.
Да, вот поэтому, кстати, наверное, и пьет, потому что он глушит эту боль, тоску по вам алкоголем и, ну, пытается, да, выйти из этого состояния. Но алкоголь ему не помогает, наоборот, еще больше распаляет, еще больше, еще тоскливее ему становится, да, еще больше он думает о вас и о том, что произошло. Почему-то он считает, что то, что вы сделали, простить нельзя. Почему он так считает? Может, у него какой-то этот его типа кодекс чести был задет? Вы для него Стелла, вот она, видите, с крыльями, прекрасная на пьедестале. Это вы в его сердце. Но боль и обида настолько сильная, что он от вас отвернулся. Подозревает, обвиняет. Если как показывают вас пальцем, и говорят, она сделала мне больно, она меня обманула, она меня предала. А все вот эта женщина. Женщина его научила. Так, девочки, дайте ему время, пусть он там посидит с этой своей болькой, научится с ней жить, примет так, как есть. Вам тут только время поможет, действительно время. Не форсируйте события, не ищите вы его. Пусть он придет в себя. Он придет в себя, просто ну, какое-то время должно пройти. И у вас, я так понимаю, ну, у кого-то отыграется личная встреча, причем личная встреча будет совершенно случайно. Знаете, как судьба вас столкнет. Типа, посмотрите друг другу в глаза. Эта личная встреча все поменяет. То есть он увидит ваши глаза, он увидит, что... увидит этот цвет в ваших глазах, да, и поймет, что это все была ложь, что вы не способны ни на предательство, ни на обман. А у тех, кто живет друг от друга далеко, ну, например, мужчина там в интернете ваш, да, либо сейчас вы имеете возможность общаться только в интернете, здесь немножко подольше будет, да, потому что у вас должна быть личная встреча. Вот личная встреча все решает и расставляет по своим местам. Личная встреча несет вам примирение и восстановление в отношениях. Лично. Ну, тут судьба будет сталкивать. Судьба. Вы не просто так встретились, и так просто у вас ничего не закончится. Высшие вас опять сведут. Высшие сведут. Ему вообще тут лошадь вышла с длинным хвостом. То есть, возможно, мужчина куда-то будет ездить, после того, как он приедет, да, он придет в себя, он соскучится по вам. Он много раз прокрутит в голове эту ситуацию, слова этой женщины, он поймет, что здесь что-то не стыкуется, не сходится. А потом судьба вас, бац, столкнула, он посмотрит в ваши глаза и говорит, не, ну точно она мне не врала. Да. Встреча, личная встреча все решит. Девчонки, я хочу, чтобы вы знали, что мужчина очень чувствительный и, ну, чисто физиологически, да, это мужик. А вот по строению души это, ну, я не знаю даже с чем сравнить. Это какое-то не сформировавшееся создание, очень чувствительное, очень восприимчивое и легковерное. Вот так вот, мои хорошие. И вам с этим жить. Я понимаю, что вы, конечно, его таким не видите, но эта ситуация вас должна научить. Во-первых, у вас не должно быть в отношениях теней, полутеней, то есть никаких намеков. И этому человеку нужно говорить прямо в лицо. Вот что думаете, что хотите донести, вот прям так и говорите. Иначе все, ну, такие полутени он может толковать немножечко не в вашу пользу. Плюс старайтесь все ему рассказывать, ну, насколько это возможно, да, чтобы какая-нибудь вот такая женщина не исковеркала правду и не говорила о вас. Знаете, что он чувствительный, знаете, что он ревнивый, знаете, что он собственник. При этом, да, у него есть и хорошие качества. Хорошие, кстати, не меньше у него качеств. Люди не идеальны, идеальных мужчин и женщин не существует, поэтому, ну, надо работать с тем, что есть, мои хорошие. Дайте ему время, сейчас он придет в себя. Встреча у вас по-любому будет, у кого-то раньше, у кого-то позже, но вот эта встреча, личная встреча все решит. И я вижу, что вы дальше будете вместе. По крайней мере, вот как песок мне показал, да, вот. Видите, арочка между вами, то есть мостик между вами сформируется. То есть отношения ваши продолжатся. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.